В Ижевском районе столицы в местечке Емваль уже в следующем году может стартовать строительство новой школы на 825 мест. Об этом стало известно на встрече местных общественников с депутатами города и чиновниками Сыктывкарской мэрии. Строительство объекта позволит полностью отказаться в Емвале от второй смены. О перспективах Евгений Стокас. Микрорайон 3А в Ижевском районе столицы – один из наиболее быстро растущих. Здесь продолжается застройка, приезжают молодые семьи, за людьми появляется инфраструктура, в том числе и социальные объекты. Не успели местные жители принять новый детский сад. В администрации уже презентуют проект большой школы, которая должна закрыть в микрорайоне проблему двухсменки. По логике, хотелось бы нам, чтобы в Ижевском районе была построена школа. Рядом у нас только 30-я школа. Работают 2 смены, хотя там и открыли дополнительные места для начального звена, но в частности полностью вопрос с односменным обучением не удалось снять. Проект школы уже готов и сейчас на финальной стадии госэкспертизы. Возвести объект планируют аккурат за новым детским садом между улицами Весенняя и Первой линией. При этом совместить линию с Октябрьским проспектом, чтобы организовать парковки и заезды. Строить школу планируют с участием федеральных средств по нацпроекту образования. Школа в микрорайоне Емваль рассчитана на 825 мест. Эта школа будет всех 3 уровней образования: начального, основного и среднего общего образования. С 1 по 11 класс там будут обучаться детки. Школа будет отвечать всем современным требованиям в соответствии с требованием Санпин. Там будет предусмотрены отдельный блок для начального уровня образования и кабинетная система для 5-11 классов. Свои предложения внесли и общественные организации. Активисты и жители района поддержали проект, но в то же время они своими глазами видели, как строился соседний детский садик. Самые острые комментарии касались ливневой канализации и подъездных путей. КАМАЗы ехали на стройку прямо по дворам. Начальник управления капитального строительства столицы Алексей Садовский заверил, что недочеты устранят по весне, а во время возведения школы будут внимательно слушать общественность. Родители, общественный совет общественных организаций, жители Ижевского района подключатся, потому что мы видели, как строился детский садик, какие проблемы возникли при его приемке, поэтому особый контроль будет стоять и у родителей, и у общественности. Депутаты предложили создать инициативную группу для плотной работы с мэрией и подрядчиками во время строительства новой школы. Если все карты лягут удачно и удастся получить федеральное финансирование, возводить новый соцобъект в Ижеве начнут уже в следующем году. Евгений Стокас, Дмитрий Булаев, Юрган, Сыктывкар.